На одной из главных улиц Сухума на доме установлена небольшая мемориальная доска. Редкий прохожий пробежит по ней взглядом, спеша по своим делам, не говоря уже о том, чтобы остановиться и прочитать начертанное на ней имя. И не задумается над тем, что за каждой такой мемориальной доской стоит судьба человека, биография незаурядной личности, чей жизненный путь заслужил быть увековеченным для подрастающего поколения. Любовь Надзадзе с 40-х по 80-е годы прошлого века занимала ответственные государственные посты. В ту советскую эпоху мало кто из абхазов, а тем более женщина, достигали таких высот в карьере. А Любовь Надзадзе смогла. И на пути к этой вершине она осталась верна принципам морали, чести и долга, ни разу не предав ни себя, ни свое окружение, оставшись в памяти всех, кто ее знал как человек исключительных качеств. При том, что поколение, которому принадлежала Любовь Надзадзе, было особое поколение. Это люди, пережившие страшные репрессии. Их становление было связано с новым строем государства. Но, несмотря на все сложности, они сумели сохранить приверженность общечеловеческим ценностям и не очерстветь. Историю жизни одной из выдающихся абхазок необходимо знать современникам, как пример успешного управленца. Любовь Надзадзе родилась, если говорить по своеобразному летоисчислению абхазов, спустя 4 года после Большого снега, в 1915 году, 31 декабря, в селе Отхара в многодетной семье священнослужителя. В большой дружной семье 6 детей воспитывались на традиционных абхазских обычаях, с почитанием старших и уважением к младшим, а слово «пхащероб» в доме стало мерилом, определяющим нравственное поведение. Маленькая Люба пошла в школу в родном селе, затем перевелась в Сухумский женский интернат. По его окончании в 1932 году Любовь Надзадзе по комсомольской путевке отправили в вуз Москвы. Начала учиться на рабочем факультете Планового института Госплана СССР. А в 1936 году поступила в Московский институт народно-хозяйственного учета. Старательная студентка Любовь Надзадзе, находясь вдали от родины, накопила весомый багаж знаний, который позже с приобретением практического опыта сформировал из нее высокообразованного человека. Адхарская, с берега реки Куширта, я вот оглядываюсь и думаю, откуда это было, эта ее манерность, умение вести себя. Я диву даюсь. Сегодня люди даже в хорошей семье, которые воспитывают, этого у них не присутствует. А у нее это все было как будто вот генетически в крови заложено было. Вообще удивительная эта семья была. И бабушка у нас была необыкновенная, и Бахамжаш. Очень интересная. Как сегодня помню, как она любила одеваться на каблучках. Мы в театр с ней часто ходили, потому что мы зимой находились здесь, в Сухуме. Тетя Люба нас забирала сюда, а летом мы отправлялись туда, в деревню. И туда собиралась вся семья наша. Тетя Люба тоже любые выходные, она туда приезжала. С нами все время ее дочка Мири Львова, Инапхат находилась, Мара Константиновна Анкваб. И вот мы там лето проводили в деревне, а зимой возвращались опять в город. Любовь Константиновна после окончания Московского института вернулась в Абхазию и занимала ответственные должности как в хозяйственных, так и в партийных структурах. Сразу после учебы она 2 года работала начальником штатного отдела Наркомфина Абхазии. Спустя год была назначена заместителем наркома торговли Абхазской АССР, а в 1944 году начальником хлебной инспекции уполномоченного Министерства заготовок СССР по Абхазской АССР. Это были значительные должности по тем временам, не только для женщины, но и для абхазки. Любовь Константиновна практически после даже не войны, а с 30-х годов она на ответственных должностях была. В Министерстве торговли, в Министерстве финансов до войны. Во время войны, значит, она работала в системе карточной системы, тогда существовала же. Вот, во время войны и после нее тоже. Вот, после войны создали из этой карточной системы, где распределялись эти карточки, значит, для жителей, создали
из этого органа контролирующий орган над теми, так сказать, кто пользуется и кто выдает. И так, в общем, контроль был за карточной системой. Она в этой системе работала. Так или иначе, во всех этих правительственных структурах, она, государственных структурах находилась Любовь Константиновна. Знание и профессионализм решали все тогда. С будущим супругом Львом Инапха Любовь познакомилась во время учебы в Москве. С первого взгляда покорило сердце кудрявого красавца из Бзыби с голубыми глазами. Когда они поженились, многие женские сердца были разбиты, ведь Лев предпочел им всем свою бесценную любовь. У красивой молодой пары родилась дочь Мэри. Во время Великой Отечественной войны Лев Инапха был руководящим работником военной контрразведки на фронте. Хочу почитать вот письмо, которое писал мой дедушка. «Боевой новогодний привет с фронта всем родным и знакомым. С наступающим Новым годом! Я буду храбро биться на боевом фронте, а вы, не покладая рук, работайте на фронте труда. Общими усилиями ускорим нашу победу над проклятыми немцами. Ваш Лева». Вот 25 декабря 1942 года. Такие же письма были и от сестры Александры Назадзе, да. То есть эти люди, то, что мы сегодня, да, имеем на сегодняшний день, эти люди делали основу этого нашего сегодняшнего общества. Старшая сестра Любови Константиновны – та самая легендарная Александра Назадзе, участница ростовской операции во время Великой Отечественной войны и единственная абхазка, которая закончила Высшую военную и политическую академию в Москве. По рассказам очевидцев, описанных в книге в 1942 году перед штурмом Ростова-на-Дону, когда командир роты был убит, его заменила Александра. Выпрямившись во весь рост, Александра Назадзе крикнула «Вперед за Родину!» и подняла роту в атаку. В ходе скоротечного боя удалось открыть дорогу к городу. Ценой победы в локальном противостоянии стала и жизнь политрука. Александра Назадзе посмертно награждена орденом Красной Звезды. В Ростове воздвигнут монумент в память о ней и погибших бойцах, а одна из улиц Сухума, ведущая на старый поселок, названа именем Александры Назадзе. Каждое 9 мая, независимо от каких-то проблем или вопросов, бабушка старалась выезжать в город Ростов-на-Дону на празднование, значит, дат всевозможных. Ну, 9 мая, естественно, праздник Победы. Вот, и постоянно я ездил с ней. Это тоже был как, ну так скажем, как правильный воспитательный, да, такой воспитательный процесс, да, традиция. То есть, да, к сожалению, в сегодняшнем веке этой беготни мне только дважды, значит, я вот уже в Новой, как говорится, Абхазии, дважды только побывал там. Это, конечно, моя вина. Но в итоге, вот, по крайней мере, я знал, где это находится, я видел это место. Нам даже показывали место ее гибели, этой, значит, сестры Александры Назадзе. Вот, то есть это тоже был такой воспитательный момент. Помимо смерти старшей сестры Александры, Любовь Назадзе понесла еще одну тяжелую утрату во время Великой Отечественной войны. Но трагедия произошла не на полях сражений, а в мирной Абхазии. В 1943 году, когда Любовь Назадзе со своим мужем и трехлетней дочерью возвращались домой, в Верхней Эшере их остановили неизвестные и расстреляли главу семьи Льва Инапха. Следствие в итоге до конца не установило причину случившегося. Так, в возрасте 28 лет Любовь Константиновна осталась вдовой. Верность супругу она пронесла через всю жизнь, не вышла замуж во второй раз, несмотря на то, что мужчины пытались ухаживать за ней и предлагали руку и сердце. Она сохранила преданность Льву. И также предана она осталась и работе. Личные невзгоды не помешали ей уделять должное внимание служебным обязанностям. Компетентность Любови Константиновны способствовала продвижению по карьерной лестнице. В 1945 году ее переводят начальником статистического управления Абхазской АССР. Она редко говорила о своей жизни и проблемах. Знакомые вспоминают, что единственным человеком, в присутствии которого позволяла себе проявить некоторую слабость, была ее подруга Нелли Михайловна Трапш, работавшая в аппарате Совета министров. И каждый раз Любовь Константиновна из дома правительства могла только поле перейти и оказаться у нас быстро. А мама, значит, у них бывало часто... Мама была такая сладкая по своей природе человек, мягкая, с удовольствием
всегда выслушает любого из тех, кто придет с какой-то болячкой к ней, с просьбой какой-то, тем более. Все делают для того, чтобы людям облегчить как-то состояние после войны, тем более это было актуально и обязательно, и нужно. Во-вторых, знал ее как родительницу моей близкой подруги. Мэри была вот такая общительная, очень милая, обязательная, в дружбе, так сказать, безукоризненная. Вообще можно с ней поделиться, можно доверить ей, можно совета спросить. Вообще такой, она очень похожа на маму, но при этом боевая такая, вообще в ней много и мужского присутствовало, вообще, когда это надо было. Да, вот это нам, ребятам, всегда нравилось, мы все к ней, значит, так сказать, благоволили, хорошим отношением она пользовалась у нас заслуженно. К сладчайшим, милейшим, внимательнейшим, значит, я не знаю, ну что можно вообще сказать о человеке, вот таким она была, да. Очень, очень милый, очень добрый человек, к которому плохому не очень тянешься. Вот, ну, мы пацанами тогда, я говорю, были, ну, мечтали каждый раз, так сказать, не потому, что она обязательно с конфеткой придет к нам, с каким-то, значит, таким, знаешь, подарком, значит, необычным для нас, неожиданным для нас. И нас это всегда радовало. Но когда дядя Люба придет, мы все спрашивали у мамы. Маме особенно, когда у нас какие-то трудности, связанные с болезнью отца, происходили, она просто, ну, как член нашей семьи. Маме надо было ехать куда-то, значит, там совпадало с тем, что бабушка наша то заболеет, то еще что-то случится. У нее их 6 душ детей, и братьев, и сестер у мамы моей были. Там что-то, так сказать, с ними случалось. Вот. Она уезжала туда, нас не с кем было оставить, в школу ходили. Вот нас они опекали. Приходила в перерыв не к себе домой, к нам сюда придет, за нами посмотрит, поинтересуется, как мы делаем уроки. Вот, все ли в порядке у нас, все ли, нужно ли что-нибудь. В общем, вот как родная мать к нам относилась. Когда мама уезжала, мы даже не боялись. Такой старый документ, где подписывает о назначении Назадзе Любовь Константиновны начальником статистического управления Абхазской ССР Иосиф Сталин. То есть вот этот документ тоже у меня сохранился. И вся жизнь ее была работа. Вся жизнь ее была работа, она всю себя отдавала труду. И где бы она ни находилась, в каком бы месте она ни была, она все время подчеркивала, что она абхазка, что она дочь абхазского народа. И все делала возможное. Я вот и по рассказам, значит, и ее ровесников, и по рассказам младших, все она отдавала для того, чтобы именно вот нам, абхазам, было немножко свободнее, и все делала для этого. В 1953 году Любовь Назадзе избирают вторым секретарем Сухумского горкома партии Грузии. В 1957 году назначена заместителем председателя Совета министров Абхазской АССР, а уже через год становится председателем Госплана Абхазской АССР. На должности, сопоставимой по современной структуре госуправления с должностью министра финансов, она проработала 17 лет. Под руководством Любови Назадзе ведомство планировало расходы всего народного хозяйства, в том числе и по строительству жилых домов и школ. Любовь Константиновна яркая фигура для абхазской политической системы того времени. Вот. Это была номенклатурная должность, которую она занимала. Все планирование в Абхазии происходило, так сказать, через ее руки. Бюджет формировался по ее докладу. То есть нужно было иметь соответствующий кругозор, влияние в обществе, чтобы позволять это делать. Для того времени среди женщин, тех, кого я знал, кого я застал, наиболее яркие фигуры, а их было немного, кстати говоря, это Любовь Константиновна Назадзе, Нелли Михайловна Трапщ, работала зав. Отделом обкома партии, а позже секретарем президиума Верховного Совета, выдающаяся женщина. Тамара Ивановна Гицпа-Сангуля. Если для нашего телезрителя будет больше понятнее, если я скажу, что она возглавляла строительство курорта Пицунда. Это они и между собой дружили. И я, приехав сюда в молодые годы, ощущал внимание Любви Константиновны
ну, такую материнскую заботу, что ли, обо мне, молодом человеке, пришедшем в Сухум в комсомол. По воспоминаниям близких, Любовь Константиновна была человеком широкой души. На работе в меру строгая, женщина порядка и аккуратности. С раннего утра и до позднего вечера занималась государственными делами, требующими серьезнейшей концентрации. А по возвращении домой она становилась обычной, заботливой абхазской бабушкой. Дома ее ждал внук Аляс, воспитанием которого занималась она по определенным обстоятельствам. Как и все, в детстве я шалил, но она никогда не повышала на меня голос. Одного взгляда было достаточно, чтобы усмирить мой детский пыл, вспоминает он. Всю мою сознательную жизнь, начиная с детства и заканчивая уже, как говорится, когда я окончил вуз, меня воспитывала моя бабушка Любовь Константиновна Задзе. На 5-м курсе поступило предложение о том, чтобы я вступил в коммунистическую партию. Ну, тогда это в 20 лет стать членом КПСС, это тем более будучи студентом, это было очень престижно, и это было, значит, ну, предложено мне. Я пришел домой, естественно, и сказал бабушке: я слишком молод, я, может быть, даже и не готов. Она приложила руку так к сердцу: главное, чтобы ты вот здесь и вот здесь был готов. Ну и все, для меня этот вопрос был снят с повестки дня, и буквально, значит, через некоторое время я был принят в члены партии. То есть она вот для нее это был большой праздник. Такая счастливая она была. Ну, понимаю, что когда я родился, она была счастливая. И тут связано вот, ну, вся жизнь ее была связана фактически с коммунистической партией, с партийными делами, хозяйственными делами, да, и вот она это восприняла как какой-то большой праздник, и по ней было видно, что я не зря, то есть мои труды превратились, вот перешли вот в такое, значит, грандиозное событие. Вот моя бабушка и ее мать – это родные сестры. Можете себе представить, чтобы в нашем доме происходило что-то, маломальски значимое событие, чтобы Любовь Константиновна и вся остальная родня не были оповещены. Первые они приезжали и первые решали, что делать, как делать. На сегодня ее уровня нет вообще людей. Это люди, которые выдерживали многое. Они знали много, но они очень много и молчали. Эти люди были особого когорта люди. Она, работая на многих должностных, на высоких постах страны, да, Абхазии, это она входила в Грузинское ССР, это всем известные факты, те годы. Она делала очень много. И тогда же не было вот того, что сегодня происходит, это вакханалия, всем позволительно говорить обо всем, осуждать, судить людей. А тогда это было очень, очень даже непросто. На мой взгляд, она создавала впечатление высокомерной женщины. Но на самом деле это была очень ранимая, добрая, улыбчивая, жизнерадостная женщина, несмотря на все тяготы, которые она по своей жизни пережила. Она, в общем-то, вся ее жизнь была заключена в работе. Все, что она делала, это была ее работа. И ее родственники. Люба тоже уставала она очень. Она утром вставала и вечером поздно возвращалась, как сегодня помню. После ужина, даже, я помню, она читала, даже последние годы, читала все время книжки, она успевала это сделать. Последняя книга была Стефан Цвейг, как сегодня помню, «Новеллы». Она читала эту книгу. И каждый вечер, конечно, ее сестра, вот эта Наталья, самая старшая в семье, долго они сидели против друг друга. Любовь Константиновна уже в постели лежала, отдыхала, а эта сидела напротив, и о чем-то говорили долго. Я им не мешала, но слышала, что они долго общаются. Так вот, я не знаю, о чем они могли говорить, но это каждый вечер продолжалось.
Любовь Назадзе была гостеприимной хозяйкой. В доме по улице Ленина, ныне проспект Леона, в выходные дни собирались друзья, с которыми ей всегда было приятно общаться. И сама любила ходить в гости. Все считали за честь принимать у себя такого человека. В свободное время Любовь Константиновна ездила на свою малую родину, в село Отхара, где ее всегда ждали. Родовое гнездо было для нее местом силы. Собирались там ряд, ну, человек 10-15, да, вот внимательно ее слушали, все-таки человек приехал, значит, из города, да, внимательно ее слушали и так далее. Но когда она показывала взглядом, что ей нужно остаться со старшими, в мыслях даже ни у кого не было сидеть с открытым ртом и слушать дальше. И все мы вставали, вот и молодые, и дети, я ребенком был, все вставали, уходили, вот они долго сидели, обсуждали. Видимо, обсуждали, значит, какие-то политические вопросы. Вот, постоянно она вот, и вот этим самым она во мне прививала любовь к своим родственникам, к своим близким, отношения. То есть я, ну, так сказать, должен был знать, где, как себя вести и как себя преподносить. Поэтому здесь действительно получилось, у нее не получилось, это уже, как говорится, не мне судить, но, по крайней мере, все, что я впитал, это отношение к людям, это доброе, теплое отношение к людям, это все, конечно, через нее. Вне работы она была очень веселая, жизнерадостная, любила романсы, любила танцы. Ну, я от нее исходила просто теплота и любовь. Я каждый раз ощущала, даже до сих пор. Последние годы я вспоминаю, как она своими пальчиками длинными, всегда ухоженные, ногти по моим волосам теребила мои волосы и гладила меня. Вот такая она теплая была. У нее была единственная дочь, Мерина Пха, да, которая не знала своего отца. Она в Москве училась, и у нее были все возможности. Но не было праздника, не было какого-то события в нашей семье или в любой другой по нашему роду, да, чтобы тетя Люба выходила из машины, не выходила ее дочь. Она первая бежала к моей бабушке поздороваться. Они всегда приходили со своими детьми. И они таким образом показывали своим детям, что это ваши корни, это ваш род, одна из ветвей вашего рода, что вы должны чтить их. Мы так и поступали. Вот мое поколение так и поступали. Когда у кого-то из родственников случалась беда, Любовь Константиновна первая приезжала на помощь. Всегда старалась оказаться рядом и сказать важные слова. Она долго и терпеливо выслушивала проблему, задавая уточняющие вопросы, и только после этого в конце, проанализировав все, высказывала свое мнение. А мнение у нее было весомое, с ним считались все родственники. Мой отец говорил: «Люба хлаззаб». Тогда же не было телефонов, а уют хашты, пошлем человека, она приедет, посоветуемся. Все происходило только так. Нам нужно кого-то уложить в больницу, это она решала. Получить образование, поехать куда-то или остаться в Сухуми, это она решала. Жить где, она тоже решала. У нее жить ли, у другой тети, тетя Дзаба, вот, моего отца старшая сестра. Ну, они все решали совместно. У них были у всех, вот у старшего поколения наших родителей, особые отношения. Они молча делали вещи, если кому-то нужно было помочь, это не было показной. Это никто не знал. Это поколение абхазов, которые жили с достоинством, и они даже, мне кажется, сейчас бы для них это невозможно было бы жить вот в таком абсолютно раздрае, в котором мы сегодня живем. Это для них немыслимо. Любовь Назадзе могло расстроить одно – невежество. Часто говорила: образование – это наше будущее. И она прикладывала все усилия, чтобы абхазская молодежь была образованной. Помогала молодым людям продолжить обучение, поступать в различные высшие учебные заведения на самые разные специальности. В один из тбилисских вузов поступало 11
человек, абхазов, вот, в том числе был ее племянник. После сдачи первого экзамена племянник ей звонит и говорит: нас завалили. Да, я, говорит, не поступаю, говорит, на первом экзамене, говорит, меня завалили, я выезжаю домой. От нее последовал вопрос, это я с его слов, это она мне никогда не рассказывала. От нее последовал вопрос: а остальные как? Он говорит, они все завалены. То есть на первом же экзамене им поставили двойки. Ну, тогда, видимо, и политический момент работал, и вот это отношение наше, да. Она им отвечает: никуда не выезжайте, находитесь там. Садится в тот же день в самолет, вылетает в Тбилиси, приезжает в ЦК Компартии Грузии и в ультимативной форме ставит вопрос о пересдаче экзаменов всем 11 нашим абитуриентам, абхазским абитуриентам. Все 11 человек пересдали экзамены и успешно поступили в ВУЗ. То есть она не уехала из Тбилиси, пока не закончилась вот эта процедура сдачи экзаменов. То есть она не за племянника конкретно своего переживала, да, она переживала за всех ребят, которые... И вот они мне потом впоследствии рассказывали, я, правда, всех их не знаю, но двое-трое мне рассказывали, вот что был такой факт в ее принятии такого волевого решения. То есть не каждый, да, сейчас может неправильно говорю, но не каждый мужчина, может быть, пошел бы на такое, но она добилась этого, и я, говорю, не выйду отсюда со здания, пока вы не примете, не дадите команду о пересдаче. Ну и, естественно, успешно ребята поступили. Вот все время вот дома раздавались эти разговоры, я слышала. Вот этого надо туда отправить, этого в мореходку, это в летную, этого туда, в пищевое, на все время. Вот это, чтобы наши абхазские ребята учились и молодежь. И в последнее время, ну, потом она говорила, вот этот вернулся, он закончил, как я рада, что все получилось, как я хотела, что они вернулись образованные, будут дальше продолжать работать на благо нашей Абхазии. Она очень была, вот за это радовалась сильно. Как-то так. Она радовалась, что она людям приносит добро, пользу, любила свою работу очень. Я вот помню, как она рассказывала, это был Оторба, да, выдающийся Аслан, Лики Кварчели отец. Ну, понимаете, они везде искали людей, узнавали, если кто-то хорошо учился, если у кого-то были какие-то способности, они их искали, они им помогали, они давали возможность получить образование. И если была какая-то хоть возможность, они им материально тоже помогали. После окончания Саратовского университета молодая Лили Бганба по распределению должна была начать работать в России. Но Любовь Назадзе не могла позволить молодому абхазскому специалисту остаться на чужбине. Она отправила запрос в Госплан СССР, после чего Лили Дагужевна вернулась на родину и позже стала известным государственным деятелем, министром финансов Абхазии. Лили Бганба и Любовь Назадзе не один год вместе плодотворно проработали. Для нас она была примером, она и примером осталась в нашей жизни. Многое положительное, как руководителя, принимая участие на ее совещаниях, мы, конечно, получали и брали. Как я вам сказала, она нас заставляла ехать с ней не за то, что мы там ей помогли, а просто мы сами выросли в какой-то степени, чтобы людей знали, как ведется работа и вообще и с Грузией. Тогда очень трудно было. Вот когда она была секретарем горкома, мне рассказывали, как ей очень трудно приходилось. Она единственная была абхазка, которая занимала этот пост к тому времени. Но она была очень боевая и очень многое положительное делала для нас, для города. Но она, как бы я ни задавала вопрос, как я сказала, ни разу о себе не любила говорить. Иногда она звонила в перерыве, если не идешь, спустись вниз, давай немножко пройдемся по площади. Очень любила ходить по площади. Но она была как руководитель, когда проводила разные совещания, собрания, итоги, очень строгая была. Все работники ее и уважали, и боялись. Очень строгая, очень суровая в работе. Никому никогда не уступала. Очень сильная руководительница была, она долгое время в Госплане работала. Часто приглашала, беседовала со мной и интересовалась моей работой,
что я делаю, как я там справляюсь, не справляюсь. Очень хотелось ей, чтобы я действительно стала руководителем. В последние годы перед выходом на пенсию Любовь Назадзе работала начальником отдела цен Совета министров Абхазской АССР. Коллеги уважали ее за справедливость, умение принимать верные решения и внимательность к сотрудникам. Нина Артюх проработала секретарем Любовь Константиновны более 10 лет, устроилась на работу совсем молоденькой девушкой. Первого руководителя давно нет в живых, и Нина Филипповна поменяла уже много начальников, но время, когда она работала с Назадзе, до сих пор вспоминает с теплотой. Она как руководитель была замечательная, очень умная женщина была, очень такая, как говорится, добрая была, всегда относилась к коллективу с улыбкой, как говорится, все ее уважали, она была многоуважаемая всеми и людьми, и, как говорится, вот с коллективом. Со всеми она общалась, очень добрая была во всех отношениях, могла и помочь, и рассказать, и показать. Коллектив у нас был очень сплоченный, как говорится, друг с другом, чтобы было все нормально, все были трудолюбивые, и сама Любовь Костина тоже была трудолюбивая. Надо было ночью, оставаться, работать, и я тоже с ней вместе оставалась, и что-то она делала, что-то там тоже помогала ей. Она умная была очень женщина. Да, она самая красивая была, такая привлекательная была. Когда день рождения, все, она такая всегда никого не пропускала мимо. Такая была человечная, очень внимательная была. Она была внимательна ко всем. По работе она была, как говорится, строгая. Ее все любили, все, уважали все. И вот до сих пор в душе вот она, как говорится, светлая ее вот память все время находится в сердце моем. Любовь Назадзе избиралась депутатом Верховного Совета Грузинской ССР и заместителем председателя Верховного Совета Грузинской ССР 4-го созыва, депутатом Верховного Совета Абхазской АССР 4 созывов подряд, была членом Абхазского обкома Компартии Грузии. Длительное время являлась членом правления Общества дружбы СССР Кампучия. В одну из поездок в Кампучию, делегация, в которой была Любовь Назадзе, посетила детский приют. И одна из воспитанниц, девочка лет 7, схватила ее за руку и все время, пока они были там, не отходила от нее. Когда пришло время расставания, девочка захотела, чтобы добрая тетя забрала ее с собой. Любовь Константиновна готова была удочерить девочку, но тогда было другое время, и невозможно было это осуществить. Вот бабушка приехала, она мне рассказывала, и она рассказывала это не как факт, она рассказывала, почему у нее это не получилось. То есть она готова была этого ребенка забрать с собой, то есть и она ей понравилась, и ребенок, вот она говорит, все, вот часа 2 мы ходили, эта девочка не отпускала мою руку. Ну вот понимаете, это все было привито и их старшими, потом перешло к нам, потом, как говорится, все идет по этапу, так же мы и стараемся и со своими детьми. Я вот помню, возглавлял советскую делегацию в Камбодже, обучал, информировал население Камбоджи о преимуществах социализма, как хорошо живется при социализме, посещал университеты, заключал договора там с камбоджийскими властями. И к чему я это говорю? Когда я туда пришел, в университете, который был построен на средства Советского Союза, висела ее фотография. Она возглавляла общественную организацию Советской Камбоджийской дружбы. И возглавляла делегацию, ездила туда. И там в музее я видел, так сказать, экспонаты, которые отражают жизнь Абхазии, оставлены ею. Любовь Назадзе часто ездила в командировку за границу. Италия, Франция, Великобритания, Венгрия, Чехословакия. Только руководителя с блестящей биографией выпускали в советское время за рубеж. Грузинских руководителей всегда интересовал вопрос, почему фамилия Назадзе и не грузинка.
но ее характер, безупречный жизненный путь и профессиональные достижения делали их бессильными. Интриги и козни подстроить им не удавалось. Знала ли она грузинский язык? Родные никогда не слышали его из ее уст, в отличие от блестящего абхазского языка. За заслуги перед государством Любовь Надзадзе награждена орденом «Знак почета» и многими медалями, почетными грамотами Президиумов Верховных Советов Грузинской и Абхазской АССР. Ей было присвоено звание «Заслуженный экономист Грузинской ССР». При всем могуществе ее положения она жила скромно и довольствовалась малым в быту. Никогда не пользовалась служебным положением для решения личных проблем, хотя по одному звонку могла решить любой вопрос. То есть 1,5 года я должен был служить в советской армии. И моя мама, без меня, естественно, бабушка уже лежала в постели, и мама пришла к ней и говорит: давай позвони военкому республики, значит, пускай сделает отсрочку. Ну, побудет с тобой внук, поухаживает и так далее, и так далее. Да? Ответ последовал такой: член коммунистической партии и внук Любы Надзадзе будет служить, когда это положено. Мама развернулась, вышла. Через 3 дня мне пришла повестка, и я уехал служить в Германскую Демократическую Республику. То есть даже не обсуждалось то, что порядок должен быть порядком. Никаких других, хотя она могла спокойно поднять трубку, позвонить, тогда я не помню фамилию военкома, позвонить военкому республики и сказать: знаете, и проблем никаких не было бы, отсрочку сделали бы однозначно. Ну вот последовал такой ответ. В последние годы своей жизни Любовь Константиновна тяжело болела. Она ушла из жизни в апреле 1986 года, окруженная заботой близких и родных. Единственное, что омрачало ее последние минуты – невозможность увидеть обожаемого внука Аляса. Он проходил службу в ГДР. Любовь Надзадзе похоронена на фамильном кладбище в селе Отхара, рядом со всеми родными. Таково было ее последнее желание. И осталась в моей памяти как деятельная женщина, как образованная женщина, как заботливая мать, сестра, бабушка. Такое она сохранится в нашей памяти. Наша задача тем людям, которые являются свидетелями того времени, сделать из их имя достоянием молодежи, достоянием нового поколения. И просто сделать так, чтобы их имена не канули в прошлое просто так, а как-то бы остались в истории развития нашего государства, в его становлении, участие их, так сказать, и в национально-освободительном движении. Были времена не совсем легкие, сейчас на эти времена немножко по-другому смотрят, но не все можно было сделать. Но, на мой взгляд, старшее поколение, которое работало до развала Советского Союза, многое сделало для развития Абхазии, для развития языка, культуры. Для того времени не все возможно было сделать, но то, что можно было в условиях однопартийной системы, в условиях, так сказать, когда Абхазия входила в состав Грузии, я думаю, было сделано, и немало сделано. Это она добивалась, и благодаря нее в Абхазии более 70 школ были построены, чтобы вы знали, новые. Благодаря нее, ее постановке вопросов, ее защиты. И жилые дома, которые строились, благодаря нее они были построены, потому что она добивалась, чтобы финансирование все это шло из Тбилиси. Здесь у нас своих денег не было. Поэтому очень много сделано ею для нашей республики. И она... Очень жаль иногда, вот когда человек на пенсию уходит, немножко забывает, но она заслуживает внимания большого. Для того времени и сейчас она столько сделала, может быть, и сейчас многие не могут делать. В то время это было вообще, за это ценили, это приоритетом считалось в любой семье.
быть честным, понимаешь, да, так сказать, не брать чужого, никаких там левых, правых, да, то, что сейчас делается. Сейчас просто другая система. Сейчас если все измеряется одним и тем же. Рублем, долларом, чем хочешь, любой валютой, только ни совестью, ни тактом, ни культурой, ничего. Вот это все обесценивается, понимаешь? Конечно, больно. Чем люди, есть вот те, кто старше меня, они еще больнее это переживают. На мой взгляд, для абхаза очень важны корни. Без фамилий, без корней, без родни очень сложно. Так как и моя бабушка, ее мама, они Аира, айбовцы, Айба по фамилии. Но эта фамилия не такая простая, как сегодня людям кажется. И поэтому она всегда старалась соответствовать. И уровень людей ее поколения, они всегда оглядывались на поколение своих отцов и дедов. Поэтому они так прожили с достоинством, с особым достоинством. Сегодняшнему моему поколению надо им позавидовать. Аля Слабаху чтит память и с бесконечной благодарностью вспоминает ту, которая воспитала и подарила тепло в детстве, а в юности стала путеводителем, чьи наставления сформировали его личность. Внук Любови Назадзе спустя годы стал государственным деятелем. Много лет проработал мэром Сухума. Аля Слабаху всегда повторяет, что самые лучшие его поступки в жизни – это плод труда и воспитания любимой бабушки. Царствие Небесное моим родителям, пускай никто не обижается, но все, что во мне вложено, это она. Это она, это ее отношение и ко мне, и к людям. И все происходило на моих глазах, все события, ничего не проходило мимо меня. Вот, то есть я вот благодарен ей за все то, что у меня сегодня есть. Вся жизнь ее была отдана народу. То есть это был не замкнутый человек, это человек, не живший для себя, это человек, не понимавший, что такое может быть, там, я не знаю, нарушение закона и какие-то, значит, непонятные, значит, умозаключения. Да, вот она жила по определенным правилам, это закалка этих людей, да, которые прошли такой жизненный путь. И вот когда я работал в городе Ткварчал, это был 90-й год, у меня родилась дочь, и у меня ни одной минуты не было сомнения, что я назову ее Любой. В честь своей бабушки, вот я ее назвал, но она похожа на нее и по характеру, и по значит, своим повадкам. Ну, дай Бог, если она будет такой же, как ее прабабушка, то я буду только счастлив. В этом мире все подлежит круговороту. Как ты сохранишь память о предках, так и тебя будут помнить и почитать. В этом году, 31 декабря, исполнится 105 лет, как родилась Любовь Константиновна Назадзе. Ее нет в живых уже более 30 лет, но любовь и забота, которую она подарила окружавшим ее людям, до сих пор греет их сердца. Они с благодарностью вспоминают время, проведенное с ней.